Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Резонанс». Обеспечение профилактики в сфере здоровья, здравоохранения Чеченской Республики – это одна из приоритетных задач, которую сегодня ставит Министерство. А в Чеченской Республике сегодня ведется активная работа по диспансеризации населения республики. И о том, как проводится эта работа, что дает сегодня меры профилактики здоровья для граждан Чеченской Республики и о многих других вопросах сегодня в этой студии. Мы сегодня снова работаем в расширенном формате, и у нас здесь в студии находятся представители Министерства здравоохранения, специалисты очень широкого профиля, которые занимаются непосредственно диспансеризацией населения республики. Также у нас здесь есть экспертная группа, и позвольте мне представить ее участников. Итак, у нас здесь Ломали Джунаидов, директор департамента организации лечебно-профилактической помощи населению Министерства здравоохранения Чеченской Республики. Зарема Исакова, заместитель министра здравоохранения Чеченской Республики. И Зура Умарова, главный терапевт Министерства здравоохранения Чеченской Республики. Я приветствую всех вас в нашей студии. Благодарю вас за то, что вы сегодня согласились прийти на этот разговор. Ну и, конечно же, поскольку мы сегодня говорим о диспансеризации населения, первый вопрос хочу адресовать вам, экспертной группе. Ну, давайте, наверное, Ломали, с вас начнем. Первый вопрос. Все-таки, если мы говорим о профилактике здоровья населения, с какого периода ведется диспансеризация? При организации медицинской помощи предпочтение отдается на данном этапе профилактике, здоровому образу жизни и раннего выявления всех заболеваний. С целью организации этой работы была начата диспансеризация населения. В первые годы, при диспансеризации были определены работающие группы населения. С прошлого года постановлением правительства определены профилактические мероприятия и диспансеризация всего населения, но они разделены на отдельные категории граждан, группы населения, то есть по возрасту. В конечном счете получается, что каждый человек в течение 3 лет должен пройти диспансеризацию, в течение 2 лет пройти профилактические осмотры. Понятно. Спасибо. Вот, Зарем, хочу спросить у вас такой по районам, если определим, по городам нашей республики, сравнительный анализ, все равно вы ведете непосредственно какой-то мониторинг данных. Хотелось бы узнать, есть ли какая-то информация, цифра о том, что в каких районах по итогам диспансеризации, по итогам этой работы, которую вы проводите, население где-то у нас здоровье у кого-то лучше, где-то хуже ситуация, там, скажем, или в районах, или в городах. Есть такая информация или нет? Конечно, если мы будем говорить о индексе здоровья и взрослого, и детского населения, он несколько выше по статистике на территории города Грозного. Может быть, это связано с тем, что здесь население более информировано о проблемах своего здоровья, у них большая приверженность к своему здоровью. И мы получаем статистику, что и по охвату населения, и по группам здоровья население города Грозный, они более подтянуты в этом вопросе и большую заинтересованность, скажем так, проявляют к проблемам своего здоровья. Сам процесс диспансеризации. Что именно происходит практически, если можно, расскажите, пожалуйста. Диспансеризация, в первую очередь хочу сказать, что проводится в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний. То есть таких заболеваний, как болезни сердечно-сосудистой системы, новообразование, туберкулез, инфекционные заболевания, такие заболевания, как гипертоническая болезнь, ожирение, сахарный диабет, которые имеют большое значение в жизни граждан нашей республики, а также для выявления факторов риска. То есть это факторы риска, которые при повышенном факторе риска развиваются какие-то заболевания, определенные. Цель именно самой диспансеризации. То есть также снижение смертности целью диспансеризации является и инвалидизация населения. При проведении диспансеризации у нас есть такие критерии, по которым мы определяем группы состояния здоровья. То есть это 3 группы здоровья состояния.
граждан. Это первая группа у нас входит здоровые граждане после проведения диспансеризации. Значит, на сегодняшний день всего прошли у нас 104 тысячи граждан из 204 тысяч, которые были определены на Министерством здравоохранения Российской Федерации. Из них 69 тысяч населения у нас в первую группу вошли, 15 тысяч – это как бы вторая группа состояния здоровья, это высокий и очень высокий риск развития заболеваний. И третья группа – это уже граждане с первично выявленными заболеваниями. Ну, в дальнейшем... Вот, с каким периодом проводится диспансеризация? Это ежегодная Это процедура? ежегодно, с 2013 года, на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2012 года, 1006Н, был издан наш приказ Министерства здравоохранения Чеченской Республики, 89-й приказ, который с февраля 2013 года мы проводим диспансеризацию ежегодно. Вот главной приоритетной задачей Министерства здравоохранения, что и понятно, является здоровье граждан. Здоровье, да? да. Вот мы сегодня можем говорить о том, что вот в этом году проводилась диспансеризация, в предыдущие годы. Вот и какой рост вообще к заболеваниям? Мы все-таки нация здоровеет у нас или все-таки мы болеем больше? Ну, дело в том, что хотя бы у нас, как бы мы выявляем, это на начальной стадии выявляемость заболевания повысилась, значит, мы можем вылечить больного. Безусловно, вот я говорю, допустим, вот, к примеру, скажем, людей с заболеваниями сердечно-сосудистого направления, да, то есть вот ежегодно их становится больше или меньше? Какова тенденция? Ну, больше, естественно, так как выявляемость-то выше у нас. Значит, сказать, То есть что происходит рост, да, Рост. определенно? Нет, рост-то был так и так. заболеваемость Спасибо. получается, что по результатам диспансеризации становится выше, потому что те заболевания, которые мы раньше не выявляли из-за отсутствия обращения граждан, сегодня мы регистрируем их, и получается, что заболеваемость вырастает. Но это не значит, что это плохо. Это наоборот хорошо, потому что при выявлении заболевания на ранних стадиях, значит, возможность его лечения и вылечить больного возрастает. Абсолютно с вами согласен. Дело в том, что у нас вот как человек, когда молодой, он просто не идет в больницу проверить свое здоровье. В силу там занятости, времени нет. А вот люди уже более преклонного возраста, они просто элементарно боятся пойти, насколько мы знаем, и вот то, что им скажут какой-либо страшный диагноз или выявят какую-то болезнь. Вот такая система все-таки в населении существует, и диспансеризация в этом смысле имеет очень важную, значительную роль. Я вот сегодня хочу обратиться к залу. Здесь у нас присутствуют эксперты, различные специалисты в направлениях медицинского характера. Я вот хочу вам первый вопрос задать. Вы вот непосредственно вплотную работаете с населением республики. Вот хотелось бы узнать, какие проблемы все-таки существуют в проведении диспансеризации? Что вам мешает или что вам помогает в этом смысле? Для проведения диспансеризации, для медицинских работников лечебных учреждений нам сегодня ничего не мешает. Но есть, однако, и объективные, и субъективные причины. В первую очередь, сегодня можно сказать, это в отдаленных районах из-за нехватки врачебных кадров, вот это у нас проблема существует. На сегодняшний день в городских лечебных учреждениях диспансеризация ведется более активно, потому что, как сказал главный терапевт, информированность населения тут немножко на более высоком уровне. Работа Республиканского центра медицинской профилактики, который я сегодня представляю, идет в городских условиях лучшим образом, потому что отдаленные районы, они имеются в виду Шатоевский, Утумкалинский, Шаройский, это отдаленные районы, и мотивации для диспансеризации у этого населения сегодня низкая по сравнению с городской. В чем определяется эта мотивация все-таки, на ваш взгляд? Ну, она определяется тем, что, как я сказал, это практически отсутствие кадров. Если у нас сегодня терапевт работает на нескольких участках, а участок это 1700-1800 человек, это если по нормативам, то сегодня он один на n тысячи человек. Поэтому это неуспеваемость. Кроме диспансеризации, еще у него есть работа по экстренная служба, дежурство, поэтому успеть 24 часа для медицинского работника сегодня практически не хватает.
Понятно. Вот смотрите, у нас все-таки в Республике СКФО также проводятся это мероприятие. Вот если возможно, если есть такие данные, Чеченская Республика по состоянию здоровья, уровня здоровья нашего населения выше, ниже стоит с другими субъектами Северо-Кавказского федерального округа? Ну, если так в этом отношении сказать, что каких-то параметров мы лучше, каких-то хуже. Например, по рождаемости наша республика в первых числах по России. По заболеваемости, сердечно-сосудистые заболевания 260 средняя цифра. Заболеваемость по России 650. СКФО там более 300. Значит, лучше. Онкология лучше. Туберкулез лучше. То есть у нас меньше болеющих людей туберкулезом и онкологией, чем в других регионах, да, СКФО в данном случае? Заболеваемость ниже, да. Ниже. Смертность от этих заболеваний тоже ниже. В отношении вот так, если взять. Но у нас есть, как говорится, сомнения в тех цифрах, которые существуют, потому что полноценной диспансеризации пока на данном этапе осуществить нам не удается. Вот человек может добровольно отказаться от диспансеризации? Может. Может, да? То есть по заявлениям или как-то расписаться Нет, где-то? он просто может не прийти на диспансеризацию. И все. Проблема, как говорится... А таких людей это... много? А? Таких много людей? Вот я хотел подчеркнуть это. Вот на данный момент мы провели диспансеризацию населения от запланированного количества 51%. А уже прошло 10 месяцев. Вот давайте немножко поговорим о этих причинах. Вот давайте спросим у зала представителей, люди, которые непосредственно также работают с населением, общаются с ними. Вот на ваш взгляд, уважаемые друзья, как вы считаете, почему сегодня все-таки люди не идут на диспансеризацию так, как это следовало бы делать? Почему вот такое вот отношение, почему пассивность в этом смысле у населения? Дело в том, что человек не знает, что болезнь предотвратить гораздо легче, чем вылечить. Вот. Поэтому, на мой взгляд, люди просто не знают. Вот. Ну, знаете, вот только что мы об этом говорили, вот Ламале об этом говорил только что, о том, что в городе, спасибо, в городе население все-таки более активно, но тем не менее эти проблемы остаются. А как вам кажется, уважаемые доктора, может быть, у населения все-таки как бы доверия нет к нашей медицине? Есть такой фактор? Как вы считаете? Им активно помогает средства массовой информации, которые, к сожалению, в течение последних 3 лет выставляют отечественную медицину, ну, скажем, не очень хорошем свете. Да, тут есть момент потери некоторого доверия пациентов к врачам, но в основе лежит то, что у нас традиционно, эволюционно, можно сказать, сложившаяся система профилактики. Нужно признать, что население республики, особенно сельское, оно санитарных знаний о здоровом образе жизни, о том, что, вот, как сказал коллега, предупредить болезнь легче, чем ее лечить. Вот эти моменты, они были за вот этот промежуток времени, 20 лет, потеряны. Смотрите, мы вот с вами обсуждаем эту тему, но всем же известно сегодня, что такие болезни, как болезни сердца, болезни печени, они выявляются уже достаточно таких серьезных стадиях. И именно диспансеризация, профилактика, она дает возможность выявить эту болезнь. Вы только что об этом говорили. Но все-таки, опять-таки, вопрос стоит остро, и мы опять-таки возвращаемся к этому. Почему же все-таки население не идет к вам, не обращается в том смысле? Какова у нас сегодня ситуация с уровнем, профессиональным уровнем нашей медицины, нашей республиканской медицины в данном случае? Я бы не сказала, что низкий уровень у врачей. Вот. И мы не должны говорить, что у нас плохо проводится санитарно-просветительная работа. Пожалуйста, у нас нормально проводится санитарно-просветительная работа. Вот как сказала зам нашего министра Исакова Зарема, то есть здоровье надо беречь с молоду. Как мы говорим, платье с нового, а здоровье с молоду. А такого принципа мы не придерживаемся. Ну, говорить о здоровом образе жизни в нашей республике, оно несколько, под другим углом, потому что у нас население не курит, большинство не принимает спиртное. Но то, что вот
многие стрессовые ситуации, на которых бы нельзя было, не надо было бы обращать внимание или, по крайней мере, не реагировать на это. Ну, малоподвижный образ жизни и многое другое, ну, правильное там лечение, чтобы приходили к врачам на прием. Такого нету. Вот с профилактической целью. Чтобы население вот уделило бы своему здоровью внимание хотя бы один раз в году, пришли на прием к врачу, своему участковому, поздороваться хотя бы. И я бы сказала, что они получили бы должную информацию, потому что каждый врач, он профессионал. Ну, своим коллегам, конечно, я пожелала человеческого и профессионального терпения, потому что население наше очень инертно. Вот в поликлинику действительно, в лечебное учреждение, они приходят, когда уже совсем припечет. Ищем причину, почему в диспансеризации плохо участвует население. Ну, во-первых, это, я думаю, менталитет нашего народа. В каждой области есть свой менталитет. По сравнению вот с другими субъектами, получается, у нас мало. Какие-то субъекты 90% прошли диспансеризацию, какие-то 95%. Мы в числе отстающих. Вот, например, здоровый образ жизни. У нашего населения есть мотивация к здоровому образу жизни. Только что Раиса Айдамирова нам говорила о том, что у нас население пассивно относится к своему здоровью. И я хочу вот вас спросить также, вот сам процесс диспансеризации сколько времени вообще занимает? 3-4 дня. 3-4 дня, да? То есть вот за да, эти первый день, вот, да, если придет больной, да, на первый этап диспансеризации, там заполнение медицинских документов, которые идет в кабинете медицинской профилактики. Но в этот же день с утра, если успеет, он пройдет обследование. Если те, которые не успел в тот день, на второй день пройдет. Ну, естественно, нужно подождать результатов обследований и уже на третий день прийти повторно на консультацию к терапевту, к участковому врачу. Вот по результатам обследования, все же, Зарим, как вы считаете, вот все-таки для населения Чеченской Республики вот самое распространенное заболевание, которое, так скажем, представляет угрозу населению Чеченской Республики, вот каково, по вашим наблюдениям? Какое это заболевание? Это класс сердечно-сосудистых заболеваний, это гипертоническая болезнь, прединфарктные состояния и вот все, что связано со стрессовыми ситуациями, не отстает и сахарный диабет. Первая триада, которая выявляется при диспансеризации, это и онкологические заболевания. Они преимущественно составляют сердечно-сосудистые заболевания и онкологические, и в структуре смертности первый ранж занимают. То есть высокая, да? Да, высокий уровень. Высокий уровень. Ну и ожирение у нас тоже присутствует в лидерах, в нехороших лидерах, в группах риска развития различных заболеваний. Понятно. И дальнейшие шаги по лечению, допустим, в данном случае, если мы говорим об онкологических заболеваниях, если вот такое выявляется, ну, безусловно, это определенный шок для человека, который как бы узнает об этом. Но все-таки вот врач, который это выявил, вот каковы дальнейшие шаги, направления, да, на лечение, вот как это происходит? Ну, если выявили заболевание какое-либо, в дальнейшем этот пациент берется на диспансерное наблюдение именно врачом-участковым терапевтом. Если же после первого этапа, так как необходимость прохождения его на второй этап, направление его, те обследования, которые не включены на втором этапе диспансеризации, вне рамках диспансеризации больного дообследуют и направляют к какому-либо специалисту. В данной ситуации то к онкологу направляют. И там же тоже его берут на учет и продолжают лечить. И все же вот я хочу опять к вам обратиться, уважаемая экспертная группа. Ну как же у нас так получается? Вот наши врачи усиленно хотят лечить наше население, а наше население так получается, что лечиться не хочет. Не хочет проводить обследования. Вот почему вот это невзаимодействие все-таки сложилось? Как вы считаете? В соответствии с программой госгарантии у нас каждый из нас в течение года должен где-то 8 раз обратиться в лечебное учреждение.
и не менее 40% из этого профилактической целью. То есть просто так прийти в больницу, сказать: измерьте мне давление, посмотрите это, а не по поводу того, что я заболел. То есть получается, большую часть я должен профилактически прийти, но не идет население. Может быть, ответственность за свое здоровье, как, например, на Западе, у нас не присутствует. Наверное, поэтому. Там человек отвечает за свое здоровье и именно перед законом. Хотя у нас прописано, что в 323 законе, что человек ответственен за здоровье. Но практических рычагов применения каких-то санкций в отношении человека, что он в свое время не пришел на профосмотр, не выявился, что государство наносит при лечении большой ущерб, вот этой ответственности у нас нету. Нет у нас, так скажем, гражданской активности населения. И вот для того, чтобы это население все-таки разбудить, чтобы оно активно приходило и проводило обследование, профилактическое обследование своего здоровья, что для этого нужно сделать? Все-таки вы здесь находящиеся профессионалы, которые работаете, уже не первый год в медицине. Вот совместно сегодня давайте подумаем и все-таки решим, что же нужно сделать для того, чтобы сегодня наше население было более активно, какие рычаги нужно задействовать. Он видит, что его посмотрели, он доволен этим осмотром. А почему он не заставляет членов своей семьи, также и мать, и жену, и сестер, всех, также пройти эту диспансеризацию? Я считаю, что на предприятиях их тоже обязать, вот именно юридически обязать. Если существуют такие законы, он должен отвечать не только за свое здоровье, как работающий, но также за членов своей семьи. Безусловно, интересная идея. Спасибо. Но все вы прекрасно знаете, да, какая работа проводится в нашей республике, какие усилия вкладывает наш глава, вкладывает непосредственно главврач нашего диспансера. Нами активно используются новые технологии. Новые технологии людей, которые активно пользуются информационными сетями. Мы в данное время сейчас запустили проект, он у нас на базе тестирования. Мы активно используем Instagram. Мы всячески мониторим все ведущие, самые лучшие онкологические клиники, берем последние новости из мира онкологии и всячески стараемся информировать наше население, предупредить, чтобы они были бдительны при малейших заболеваниях, при малейших симптомах, чтобы они обращались непосредственно в наше учреждение. Я бы сказала, что нужно активизировать работу телевидения в плане санитарно-просветительной работы. Одно дело, наше население инертно, оно не идет, его не затащишь в лечебно-профилактические учреждения, но чтобы оно имело понятие, именно видело примеры, и чаще собирались врачи на телевидении. Значит, мне бы хотелось обратиться к своему населению. Мы очень отстаем по вакцинации, по всем нозологиям, по вакциноуправляемым инфекциям. С каждым годом у нас идет снижение, процент снижения вакцинации. Даже вот мы сейчас затронули туберкулез. У нас уже наше население отказывается в родильных домах от вакцинации против туберкулеза, то есть после вакцинации БЦЖ. Это может привести нас, конечно, к дальнейшему большому распространению. Во всем мире проводят вакцинацию обязательно. Это туберкулез, это полиомиелит, это корь. Они, значит, являются лидирующими инфекциями во всех направлениях. В этом году из-за того, что не проводилась вакцинация, отказывалось наше население от вакцинации против кори, у нас была эпидемия кори. У нас было подтверждено 264 случая кори, среди них 45 взрослых, которые не были привиты своевременно, и как идет у нас повторная вакцинация по кори до 55 лет, тоже отказывались от данной вакцинации. Значит, вакцина, любая вакцина – это предупреждение инфекционной заболеваемости. У нас идет очень низкий процент вакцинации по гепатиту. У нас идет низкий процент привитости по дифтерии, столбняку. У нас население, особенно дети наши, от детей мамы не приводят для вакцинации.
Мне бы хотелось обратиться, если вы знаете, в свое время всем миром была ликвидирована чума, натуральная оспа. Если мы с вами не будем прививать своих детей, мы можем получить, конечно, какую-то эпидемию еще пострашнее. Очень убедительная просьба: не слушайте СМИ, которые ведут негативную информацию о прививках. Есть, да, случаи, что на миллион населения один случай может провоцировать любой вакциной, но не без летальных исходов, потому что каждый организм при введении нового инородного тела борется, он вырабатывает свой иммунитет. Вот в последнее время мы сейчас получили большую партию вакцины против гриппа. Это осенний и зимний период. Наше население отказывается прививаться от гриппа. Это же ведет к последствию осложнениям пневмонии, воспаления легких. Вот у меня такая просьба даже ко всем присутствующим. Пожалуйста, своевременно прививайте своих детей, чтобы у нас не было ни эпидемии, чтобы у нас не было подъема заболеваемости ни по какой инфекции вакциноуправляемыми инфекциями, которые мы с вами боремся. К сожалению, да, есть такой момент, что население у нас порой очень пассивно относится к прохождению диспансеризации, пассивно относится вообще в целом к своему здоровью. Такие случаи есть. Мы выслушали мнение наших гостей о том, как нам преодолеть вот эту негативную тенденцию. Конечно же, нужно много говорить на эту тему и приводить различные доводы. Но самое главное сегодня для населения: двери учреждений Министерства здравоохранения для них открыты, и они могут прийти бесплатно и получить ответы на многие вопросы, связанные со своим здоровьем. Медицинское учреждение. Да. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что сегодня вы приняли участие в нашем разговоре. Я очень надеюсь, что наш разговор был полезным, что для людей мы дали новую информацию, которая будет им в дальнейшем полезна. Ну, а на этом, собственно, наша программа подходит к концу. Дорогие друзья, это была программа «Резонанс». Увидимся ровно через 1 неделю.